Кто был никем, тот станет всем. С гимна коммунистов начинается мероприятие, посвященное столетию образования Ингушского регионального отделения партии КПРФ, ровесника Ингушетии. Летом 1924 года, в период создания ингушской государственности, было положено начало партийной организации ВКП. Тогда первым секретарем Ингушского обкома стал выдающийся политический деятель Идрис Зязиков. Нынешние коммунисты гордо продолжают дело своих предшественников. Я хотел бы всем передать большой привет и самые теплые приветствия от имени лидера КПРФ, Народно-патриотических сил России Геннадия Андреевича Зюганова. И, конечно, его поздравления со столетием Ингушской организации Коммунистической партии Российской Федерации, ну и со столетием, конечно, создания Ингушской автономной области. Руководство КПРФ рассматривает наш сегодняшний форум как мероприятие большой идеологической и политической важности. Разделить знаменательное событие приехали первый заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин, делегации всех северокавказских партийных отделений Компартии. Юрий Афонин подчеркнул историческое значение столетнего юбилея Ингушской партийной организации коммунистов. Отметил, подобные празднования помогают правильно понимать историю страны. За годы советской власти было многое сделано для того, чтобы развивалась национальная культура республик, письменность, языки, сколько талантливых и драматургов, писателей, деятелей культуры в это время получили признание не только на региональном, а на общесоюзном уровне. Ну и, конечно, многое то, что было построено, оно связано с этим прекрасным временем. Коммунистическая партия продолжает эти великие традиции. Ну и, конечно, хотелось бы поблагодарить и руководство республики, и наше региональное отделение за то, что показали глубокую историю этого великого народа. На круглый стол пригласили и историков, которые рассказывают о богатом историческом наследии региона. В годы гражданской войны ингушские коммунисты внесли большой вклад в становление советской власти на Северном Кавказе. И, как показали дальнейшие события, это был верный политический ход. В своем докладе первый секретарь ингушского отделения подробно рассказал о становлении ингушского обкома, о лидерах, которые стояли у истоков. В дальнейшем, в 20-м столетии, все выдающиеся деятели культуры, искусства, спорта, политики все ингушские, они были членами коммунистической партии. Это и Чахкиев Саид, и Базоркин Идрис, и многие, и все наши выдающие, Дашелко Мальсагов, и Курзорбик Мальсагов, и многие-многие другие. В рамках векового юбилея партийная организация запланировала ряд мероприятий. Так, накануне Юрий Афонин совместно с членами региональных партий возложили цветы к мемориалу, посвященному Идрису Зязикову в Барсуке. Также посетили мемориальный комплекс памяти и славы в Насыркорте. Мы вчера побывали в замечательном парке, где объединен геройский подвиг разных поколений, те, кто служили своей родине и получили георгиевские кресты, те, кто в годы советской власти защищали нашу страну, подвиг в годы Великой Отечественной войны. Есть те ребята, бойцы, которые продолжают этот подвиг, выходцы из Ингушетии, сейчас защищают родину на полях специальной военной операции, есть герои России. Вот это вот многовековая история объединяет наш народ. Ну а коммунистическая партия, вы знаете, партия интернационалистов, мы все делаем для того, чтобы мы жили в мире, в дружбе, более 200 народов. В ходе круглого стола высоко оценили деятельность ингушской парторганизации. Юрий Афонин отметил, что благодаря эффективной политике первого секретаря Рескома Хамзата Кадзуева работа регионального отделения вышла на новый уровень. Значительно увеличилась численность партийцев. Также в рамках мероприятия заместитель ЦК КПРФ наградил членов партии орденами «Партийная доблесть». Диана Дударова, Алисхан Гаравожев, Магаз 24.